Позади остались дни и месяцы кропотливой работы, исследований, поиска и подбора нужных сведений и материалов в архивах, опыта на природе. Долгожданный день настал. Теперь самое главное – не растеряться перед жюри и за несколько отведенных минут изложить суть, раскрыть главную тему своей работы. В своей работе я хочу осветить проблемы людей с ограниченными возможностями и их пути решения, а также их адаптация. Сегодня продолжается борьба за создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Они имеются как у тех, кому сложно передвигаться, так и тех, кто является инвалидами по зрению и слуху. Городской этап республиканского конкурса исследовательских краеведческих работ «Дорогами Отечества» собрал участников со всех сибайских школ. Первыми свои знания демонстрировали младшеклассники. Очный этап конкурса с учениками 2-5 классов проходил еще в декабре. В нем приняли участие 22 юных исследователя. Ну а среди старшеклассников свои работы сдали 36 человек. С хорошими работами учащиеся выступали с гимназии-интернат. Там очень такая интересная работа была герои кавалериста Абзиловского района. Еще хорошие выступления были у учащихся гимназии. Также выступали с интересными работами учащиеся 1-й школы, 5-й школы и детского эколого-биологического центра. Сибайские школьники ежегодно показывают высокие результаты на республиканском этапе конкурса. К примеру, в 2016 году учащаяся объединения «Юный краевед» Амина Халисова заняла 3-е место в номинации «Художественная программа». Еще 4 ребят стали лауреатами и дипломантами конкурса. По словам жюри, и в этом году работы представлены достаточно серьезные, да и дети выступали легко, без особого волнения. Это бывает тогда, когда человек знает свой материал и процесс исследования. В настоящее время подводятся результаты городского этапа, ну а лучшие научные труды будут выдвинуты на республиканский конкурс. Лиана Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Ниасмир Хайдаров, телекомпания СТВ.